Так, у нас техническая страничка, значит, давайте познакомимся поближе с прямотоком GVO. Вот так он выглядит. И обкатка прошла 10 часов, да? 10 часов. Рекомендация после обкатки сказали менять масло. Только самое вот интересное, да, вот и меня это очень напрягло. Оказывается, чтобы поменять масло, вот оно, вот это, вот сюда, смотрите. Да ладно. Вот пробочка. В смысле? Вот пробочка. А, да? И чтобы эту пробочку открыть, надо выбить все решетки. Ну или вот они говорят 3 штуки. Вот эти. Угу. Чтобы вытащить вот эту пробку. Масло слить. Но это у нас после обкатки сейчас как бы, а так в целом на сезон залил и все, да? Ну типа раз в год меняешь. Угу. Ну, не знаю, насколько это. Давайте будем сейчас. Вот так вот выглядит. Там два винта, да? Да, там турбоимпеллер и обычный импеллер. Турбоимпеллер, он как на этих квадроциклы есть же у нас. У них такие маленькие. Гидроциклы. Да, гидроциклы. И у них такие маленькие, они как гоночные. И вот Мгм. они его поставили для чего? Для того, чтобы не было вот прохватов, как я понял. Ну, не знаю. Ну, прохватов не было. Вообще Не было нигде, ни разу. вообще ни разу нигде. Хоть на реке, хоть здесь, вот сколько, ну, прошли, ни одного прохвата не было. Получается, турбо нагнетает и уже потом основной работает, да? Мгм. И тяжелее по сравнению с обычной улиткой на 10 килограмм, да? Ну, у него вес заводской, там сколько, 40 с лишним килограмм. Вот такого размера она по сравнению с мотором. Нам с собой даже дали инструкцию по установке и по всем этим распечатали ребята. Полная схема. Требуется для замены вот такой вот специальный шприц. Ага. Он идет в комплекте, да? Нет, это я купил Отдельно? чтобы менять масло. Сейчас будем смотреть. Так, и перейдем к сороковке. Со стандартным водометом. Шприцевать будешь, да? А, уже сделал? Угу. Классика. Не, вот. Надо вот эти вытащить. Вот эти? Да, которые, потому что штырь выбился, видишь, насколько? Вот, сначала вот с этих попробовал. Ну, первый лучше. Первый вот этот. А насколько широкие? Ой, какие широкие-то. Да, они широкие очень. Себе. Не как на тех. Ага. Я вот сейчас... Вот. О, пошел. Все, вот. Хотя бы одну, а там уже... Там уже можно ставить что-то в виде рычага. Все. Ну, вот это уже поинтереснее будет. Так, теперь Так. так. Не, вот, Еще одну надо, да? И Да. поменьше ключик. не, давай вот это так же выбьем. Так же. И потом уже до нее добираться. Я Выше. просто переживаю, начинаю вот за вот эту часть. Ну мы потихоньку ты вообще. Да. Не это. Форсируй. Вот. Смотри, пошло. И вот туда включи, ага. И стоп. Давай. О, вот. Вышел? Да. Давай. Есть. Давай вот этот, Егорыч. Все хватает нам, Егорыч. Все, не вытаскивай больше. Верхний. Давайте, Егорыч, вот этот еще вверх. Тихо, пальчик. А сейчас уже, мне кажется, уже так. Все, нам достаточно. Так, ну теперь Мне кажется, смотрим. еще давай же как, чтобы тебе удобнее было. О, теперь. Так, Это сливная, да? да, и это, может быть, мне кажется, вот эта заглушка какая-то, а там, может, какой-то болтик, понимаешь? Угу. Я хотя смотрел вот эту замену, но там ничего, типа пробка. Что за пробка?
Сейчас будем смотреть, пробую. А через верхнее вот это вот отверстие. Ну, видишь, что-то же шевелится. Я чуть не увидел, чтобы... Чуть-чуть. Вот, видишь, шевелится. Я подшипника водяной колесо. Ага. Смотри, видишь, какой? Ага. Круглозуб. Потом можно будет попробовать только вот такие вот угловые. Жесть. О, И тоже потоньше. смотри, оп, Оп, оп. она пластмассовая. А, не тонет. Такая большая, как пробка. Смотри, какая Всё, вытащил. пробище. Угу. Вот так, да? Захватил. И как? Нет, вот так, просто Поддел. вот так поддел. И И так. вытащил. Ага. Ну вот он, видишь. Болт. Ага, болт. А, ну на излом было бы сложно вытащить. Надо именно под этот, в это отверстие, короче, что-то подсунуть. Смотри, здесь шестигранник, да? А вот в зипе нету шестигранника. Сыгранник нас заливать через низ, чтобы она... Ну ты в редукторе масла как Да, меняешь? точно таким же макаром. Да, также через низ, и пока воздух оттуда. Создаешь герметичность и надавливаешь. А сколько объем внутри? Тоже не сказали. Тоже нет информации. И там, Ну, тогда нужно, подожди, с этим маслом поосторожнее сливать сейчас. ну, у нас вот масло, я целый литр взял. Ну, я сомневаюсь, что здесь литр. А вдруг 2. И побольше. Да, не, конечно, не. Жень, М? я Ну-ка, там инструкция, где у нас инструкция? Там же в инструкции должно быть. Вон она, Я под не- сумкой. Кстати, я инструкцию эту не читал. Как всегда, да? Да, как всегда. Инструкция по установке. Винт сопла, штифт сопла. Про масло ничего нет. Испытано на себе. Получается, канистра, да? Вот сейчас вот здесь вот 0,8, 0,8 да, с меркой. То есть мы даже определимся, сколько здесь объем. объем. Так, еще же ту, наверное, надо пробку-то открыть, для того, чтобы создать, чтобы она вытекала, да? Ну давай, чтобы быстрее не вытекало. Давай. Пошла? О, там медная шайба, слышишь, Саша? Вот медную шайбу поймай. Вот, смотри, видишь, вот она. О, ничего себе. Очень опасно. О, вот это, сейчас, смотрите. Так, шайба там, значит, которая Так. может выпустить. Мотор надо опустить. Не-не, Нет. вот так надо ее поставить, вот смотри. И открыть сливную. И сливную пробку открывать. Давай. Давай. Он изначально подсказывал по направляющей по одной. Ну вот по одной направляющей и идет. Практически. Ну наклон идет на ту сторону. Все равно чуть-чуть. Вот так, да? Это, Саша, вот. Там такая же пробочка, вот она. Шестигранником. Давай там. Масло после обкатки темноватое. Болтик надо туда положить, чтобы не потерять. Смотри, какое масло. Запах. Трансмиссионки, Запах свободы. запах трансмиссионки старый. Старый, да, такой. С раздатки ОЗовской такой, как правило, с мостов. Получается? Да. Там также шайба должна быть. Не потеряй. Так, а где нам? Давайте покажем нашим. О, пошла мазута. О, что? Уже вытащил, да? Кстати, все равно тоже поставил. Не, ну понятно, поймать как бы можно. Смотри. Руслан, Угу. сними. Вижу. Поймать можно струю. Угу. Спокойно. Но как бы навредить окружающей среде минимизировать можно. Только вот насколько долго держать ее, вот это вот сливать, да? А ты А слив? пробку открутил, да? Да. А градус такой должен быть? Сливной? Да. Ну, Что она уже заканчивается? Если поток пойдет, если не пойдет, значит все. держишь? Да, нет? Я не вижу там, Руслан, ты посмотри. Снизу пробка сливается, нет Да, масла. пошло, вот сейчас только пошло. Сейчас только пошло. Я не вижу, куда. Да, правильно. Нормально, нормально. Вперед толкни. Чуть вперед. Подожди. Банку вперед. Вот так нормально. Нет, там ничего не сливается. А пробку закрыли, да? Нет, открыто. Открытая пробка? Да. Верхняя.
Все, это, поднимай. Значит, нету. Значит, в таком положении можно слить. Почти все, да? О, бля. Чуть-чуть не пролили. Так. В итоге сколько миллилитров? Небольшой объем. Надо быть салфетки. Давай про салфетки. Протрем. Смотрим объем. 300. 300. 0,3. Да, 300. Вот это в канистру идет, да? Да, конечно. Ага. А вот это заливная. А это вкручивать надо, знаешь? Там резьба есть. А она по диаметру такая, нет? Это, Саша, дай, пожалуйста, этот. Переход какой-то. Диаметр не входит. Он достает. А, вот он. Переходник. Нет, а этот. Дай этот. Ты сначала ее туда вкрути. А, не получится. Не получится. Этот. О, вот так, да, получается? А, Так, ладно, ну проблема, смотри. Получается, сейчас мы ее вкрутим, закачаем. А потом мы ее вытащим, она же все равно выливаться будет. да. А, ну там ее пробку. Ты закрываешь пробку и здесь минимизируешь отток. Ну, пошла. Зеленый. Так, это там Наготове быть. пробочку сразу, Саш, шестигранник. И этот, приготовься. Ты накрути даже, Саша, ее. Только оставь на живую и все. До резинки до этого. Все. На живую, на 2 оборота. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот же, видишь, идет. Ты, Саш, протри эту плиту. Пластину эту протри. Видишь? Вот. И потек будет сразу видно. Вот. Все еще свежий потек. Так. Не достает уже. Ну, судя по... Пришла. Пошла, да? Ага. Ну, ты говоришь, видите, да? Нет, не видно. Вот. А, да, Все. Все, закрутим. Видно. А сколько услов ты можешь отконтролировать? 300 грамм за слой? Ну да, 300 грамм, 700. Вот смотрите. Вот ровно. Четко, да? Все. Ну, значит, в таком положении, значит, и заливается. Строго Так, вертикально. надо приготовиться и ловить. Все готово. Медное колечко. Так, ну что, пробку закрутили. Сейчас верхнюю заглушку. Ну, получается на сезон, да, уже? Ну, если по верить рекомендации, то так. Давай сейчас проверим еще. Мне тоже вот это интересовало. Очень много грязи шло по реке. Вот этот момент мне тоже интересен. А что, разбирать надо? А, фильтр здесь стоит, да? Да, тут стоит фильтр, который у нас охлаждает мотор. Вот этот момент А, на мотор. меня интересовал. О, Что там, мочь мало? есть, смотри. М, Работает, значит. ну, там еще внутри. Не урони туда. Вытаскивай. Смотрите. Там вообще много. Очень много грязи. Да, это... Смотрите. Ой-ой-ой. Там. Ты сейчас запихаешь. Ватные палочки нужны.
Нет, надо, наверное, какой-то отверткой даже ковырять. Потому что там, смотри, там капец. Ну, фильтр, значит, работает, собирает мусор. Но он собирает крупную фракцию, а мелкую, наверное, прогоняет все равно, да? Возьми. Попробуй-ка. Вода черная и грязная. Видите, сколько там идет травы. Это все. Ух ты. Ну, нормально, чисто. Все. Так. Вот так вот. Вот так. Прокладочка. Так, ну что, масло в редукторе было заменено в прямотоке. Соответственно, все это было сделано в походных условиях. То есть, если вы, например, 10 часов делаете обкатку, то потом в гаражных условиях это сделать, конечно, гораздо проще. Но в целом мы справились. Вот, самое главное, это нужно позаботиться о шприце для закачивания масла. Вы можете задать резонный вопрос, почему мы не сменили масло после обкатки еще дома, в уютном гараже. Виной всему долгая зима, а после долгой зимы приходит короткое лето, и 10 часов тратить на обкатку в пределах города – это практически невыполнимая задача. В общем и целом у нас фактически на это не было времени. Но, как видите, и в полевых условиях провести эту процедуру можно достаточно легко. Но не подумайте, что мы просто поставили прямоток и поехали. Перед этим все-таки были проведены тестовые заезды для оптимальной настройки водометной насадки. Давайте перенесемся на пару-тройку дней назад в город Якутск. Испытано на себе. Лодка GT80, тоже новая. Какая она, что она, тоже пока еще непонятно. Больше на что похоже? Да я даже не знаю, на что она похожа. Пока еще не знаю. Тут видишь, у нее как интересно, да, вот смотри, баллоны. Раз баллон, два баллона. И вот это в середине еще один баллон. А в середине он как... Он идет как вот оттуда как и то. вот сюда вот. Ага. Во всю площадь. Начиная спереда и качая. И баллоны вот эти, видишь, они сейчас подсдуты, надо их качать. Создают туннель, да? Они. Нет. Тоннель на самой вот на средней. Есть, да? Целью теста было подружить прямоток с лодкой, то есть выставить его правильно по высоте и посмотреть, как работает этот комплект. Также и вторая лодка проходила настройку перед выездом на горную реку. Корабль уже. 6 метров. Корабль. Это вторая лодка, которая поедет с нами. Тоже новая лодка. Ребята вот прикупили. Ну, как бы она не новая, она уже как бы есть, она давно уже в производстве. Ну, то есть ребята купили. Обкатывают сейчас. Мотор тоже новый, тоже обкатывают. Поэтому решили вот сегодня протестировать. Но самое главное вот эта штука. А вот она больше меня интересует. Как она едет, что она едет. Ну, сам транец как бы я подготовил. По высоте его выставил, видишь. Подложил сюда. Вот, получается, если он висит на вот этом регулируемом трансе, и он, получается, то может ниже провалиться, ну, допустим, на тех же самых кочках, вот, ну, то есть на камнях. Поэтому я здесь решил вот так сделать, видишь, сыграть. И он, получается, упер сейчас. И этим самым я еще добавил, чтобы вот когда затягиваешь болты, без вот этого у нас не хватало даже длины болтов. Да? Да. Потом, как бы мы протяжку сделали, но сам носик интейка, да, он в тоннель уперся и тоннель начал вот так выгибать. Соответственно, неправильно. Поэтому
я подумал так, сделал сюда, подложил эту деревяшку. Ну, вырезали мы ее Ага, и сюда подложили, и мотор еще отодвинули. ага. Но если этого будет мало, то в принципе мы можем открутить вот эту. Она недолго откручивается, там саморезов сколько у нас там, ну немного. Ага. Вот эту открутить, и он у нас тогда еще отодвинется, но вот на такое расстояние, Ага. если этого будет мало. Ясно. А еще тут у нас проблема еще какая была. Вот этот регулируемый транец, у него, я там видео снимал, но потом я тебе эти видео покажу. Вот здесь, смотри, вот эта вот плита, у нее было, короче, снизу такие, получается, вот она еще вот так была, вот так. Упиралась на это. Да, и она, получается, упиралась в баллоны. Вот в этот баллон упиралась. Соответственно, мы взяли лобзиком, обрезали их, ровно выровняли ее. Ну, как бы по высоте у нас сейчас она нормальная. Потому что я когда начально поставил, у меня вообще вот этот интейк был сверху тоннеля. Ну, прямо сверху. Слишком высоко. Сейчас регулировка. Регулировка высоты мотора. Сейчас сяду. Сразу едет эта машина. Лодка. Так. Зайка пошла. В процессе настройки мы слегка приподняли мотор с помощью рейки, тестировали загрузкой около 500 кг и в итоге с весом в 200 кг зафиксировали максимальную скорость 48 км в час. 45, 46, 47, 40, 47 и 8, 48. В чем же уникальность данного водомета прямоточного типа? Почему к нему у нас такое внимание? Ну, для начала вкратце расскажу про водометы в целом. Самый распространенный пример установки водометного двигателя – это гидроциклы, где через водозаборник по водоводу поток воды выходит под давлением нагнетаемым импеллером и придает движение гидроциклу. В случае с лодками туннельного типа для мелководья, в частности с ПВХ-лодками, мы привыкли к так называемой улитке. Принцип работы которой похож на предыдущий пример, с одной лишь разницей. Импеллер, винт, расположен в нем вертикально, и водовод в ней сделан в виде улитки. По нему поток воды разгоняется и также выходит под давлением в горизонтальной плоскости. Так вот, конструкторы из Санкт-Петербурга реализовали первый в мире водомет прямоточного типа для подвесных моторов. В теории коэффициент полезного действия в таком водомете выше за счет того, что поток воды идет напрямую. Отсюда и название прямоток. Ну а сейчас давайте вернемся к нашему путешествию, где мы тестируем лодку и прямоток в реальных условиях. На горной реке во время похода было полноводно, течение было сильным, отсутствовали плесы, просто сильное течение сменялось очень сильным в местах порогов. Но тем не менее периодически велись замеры скорости, скорость отображена в верхней части часов. Помимо большого уровня воды и быстрого течения был еще один неприятный фактор в виде хвои, которую смыло с берегов. Ее очень интенсивно засасывало в охлаждающую систему, и нам очень часто приходилось чистить фильтр грубой очистки. Неожиданно, но тут пригодились ватные палочки. Ватные палочки можно брать, да? Пригодились. Ну, все. Короче, охлаждение забивает очень капитально эти иголки. И там не только иголки, там и мусор, ветки. Ужас, ужас. Это мы уже какой третий раз, да, чистим? Третий, ну.
Это было фильтр. Даже здесь еще и иголочки остались. Ну, Ничего себе. У нас и очень частые остановки, потому что то интейк забивается палками, и плюс одновременно забивается охлаждающая система. Так, а мы, короче, уронили ключ на 19. Вода мутная. Хоть не глубоко, но... Опа! А? Надо было сразу камеру включить. да. Нашел. Приехали? Ой, какая чистая вода там идет. Ее набрать надо. Вот здесь можно тут уже. Давай, теперь не хочет. Кто ты идешь? Кто ты не идешь? Кто ты? Все, видишь, хозяин пошел, давай. Вперед. Вперед! Вперед! Давай, давай. О, молодец. Вперед! Молодец, молодец. Я думал, здесь будет попрохладней.
Вот сейчас будем разбирать лагерь. Ну, первым делом хотелось бы охладиться. Хорошо. Класс. Очень холодная вода. Чувствуется. Главное, чтобы не унесло. Здорово. Ноги не могу опустить. Короче, воздух ушел в ноги. Когда едешь на горную реку, самое последнее, о чем заботишься, это о запасе воды. Ведь в горных реках она кристально чистая, и в большинстве случаев ее можно пить без кипячения. Но в нашем случае вода на протяжении всего пути была мутная, и просто так ее не было возможности употребить. Поэтому первым делом мы направились к притоку напротив лагеря, чтобы набрать чистой горной воды. Ну что, мы сейчас перешли на другой берег. Здесь чистая вода, и мы наберем ее для лагеря. Ну и, конечно, попьем. О, отлично. Даже прольется, если ничего страшного. Че? Испытан на себе? Нет? Конечно, испытываем. Приезжайте, жители Якутии. Будете у нас питаться хорошей водой. Друзья, ну что, я выгляжу как настоящий пчеловод, но это все потому, что наступил вечер. В целом мы поставили наш лагерь. Вот. Здесь у нас кухня, здесь там, где мы будем ночевать. Ну и, соответственно, под вечер появились комары. В целом было очень жарко, днем комфортно. Даже смог помыться, хотя вода очень холодная. Вот, но тем не менее шикарный вечер. Конечно, наличие комаров. Вот сейчас посмотрите на моей руке, пока это снимаю. Вот они, вот они, вот они. Так, ну что, мы прошли сегодня около 90 километров. Очень была грязная вода. Очень часто останавливались. Расход у нас вышел, сейчас скажу, на эти 90 километров почти 70-75 литров. Ну, в общем, кто разбирается, может сказать, что это много. Но обратите внимание, вот течение реки, вот примерно всю дорогу вот нет никаких плесов, никаких таких заводей. Все время поток воды постоянный. Где-то еще сильнее, где-то чуть послабее. Вот в этом притоке мы набирали воду. Вода вкусная, чистая. После обычно как бы, ну, на реку, когда едешь, допустим, не берешь там, допустим, питьевую воду, да, то есть вода всегда есть. Но так уж получилось, что здесь у нас ситуация очень высокого уровня воды и очень мутной. Вода очень мутная,
пить ее прямо вот так нельзя, нужно кипятить. Ну и, соответственно, когда идешь ходом, была небольшая проблема, там такое, нехватка воды была. Вода была в целом, мы ее взяли с собой, но не в таком количестве, как бы хотелось. Но вот этот приток нам подарил чистейшую ледниковую, я думаю, питьевую воду. Вот. Ну что, в планах сейчас у нас заряжаются все камеры, все гаджеты. Полетал немножко на квадрокоптере. Вокруг неимоверная красота. Вот с той стороны очень красивое озеро. В принципе, недалеко. Этот приток тоже очень красивый. Горы шикарные. Ну, завтра мы планируем в планах дойти до ледника. Я думаю, будет еще красивее. Вот прям в предвкушении поездки. Вот. На самом деле место очень такое дикое. Собака наша, самая опытная, это Буран. Один раз прямо дала такую жару нам. Он очень сильно залаял, вот как раз в том лесочке. Вот. Видимо, кого-то прогнал от лагеря. Да, Буран? Че, попил воды? Как тебе поездка? Устал, да? Нет? Утро следующего дня началось с кулинарии. Эдуард Егорович взял с собой в поездку афганский казан. Принцип его работы схож с советскими скороварками. Думаю, у каждого из вас на кухне была или есть такая кастрюля. В условиях высокогорья Афганистана температура кипения воды гораздо ниже, что не позволяет правильно сварить блюдо. Поэтому этот чугунный казан дополнен специальной крышкой с клапанами, что позволяет варить еду при более высокой температуре. Так, ну что, блюдо готово. Сейчас будем его открывать. А что может случиться? Почему на улице вынесли? Меня жена сначала панически боялась. Мы приготовили мясо с картошкой, и это было действительно вкусно. Еще одним плюсом данного казана является то, что в закрытом положении он абсолютно герметичен, и приготовленное блюдо можно спокойно транспортировать, не беспокоясь, что оно прольется. О, красота. Бомба. Бомба. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас у нас очередной день. Сегодня у нас план такой: выйти на наледь. Поедем мы на одной лодке, 4 человека, 3 собаки. И будем пытаться найти зверя. В общем, посмотрим. Ну и, конечно, сегодня погода отличная. Также жарко, но еще есть такой немного освежающий ветер. Но на наледи мы планируем пробыть до позднего вечера. Соответственно, там будет достаточно холодно. Поэтому каждый взял еще по 2 комплекту теплой одежды. Так, грушей. Подработай грушей. Плотная? Угу. Все, давай. Чуть-чуть газку дай. О, да. Чуть-чуть еще больше. Он хочет завестись. Светило солнце, был достаточно жаркий день, и как-то не верилось, что буквально через пару часов мы будем находиться в ледяном царстве. В следующем выпуске передачи «Испытано на себе» вы узнаете о наших приключениях в этот день. Будет очень интересно.